Бодрого и радостного дня, Республика! Весенняя погода все сильнее сжимает нас в теплых объятиях. И согласитесь, такую близость прерывать совсем не хочется. А между тем незаметно подкрался конец марта. Очень скоро на дорогах исчезнет слякоть, и мы с комфортом сможем прогуливаться по любимым улочкам. Ну а маршрут по просторам хорошего настроения, как и всегда, обеспечит вам наша программа. Это «Студия 11». И вот о чем расскажем в ближайшие минуты. С широко открытыми глазами. Как выбрать лучшие солнцезащитные очки? Кэшбэк за спорт. Экономия на походах в фитнес-зал. Реально ли? Расскажет налоговый эксперт. Информация не для мошенников. Как защищают персональные данные в Росреестре? С каждым днем солнце за окном становится все больше, и это благотворно сказывается на нашем настроении. Солнечной активности не радуются, разве что наши глаза. При сильном воздействии ультрафиолета они слезятся, их щиплет, и мы, как результат, постоянно щуримся. Помочь в таком случае могут солнцезащитные очки. Многие люди покупают их по принципу «чем красивее, тем лучше», и сильно при этом ошибаются. При выборе очков прежде всего обращать внимание нужно на степень их защиты, затемненность линз и также форму. Специалисты советуют обзавестись несколькими парами очков с разными типами линз. Например, следует иметь очки даже для пасмурной погоды, ведь и при сильной облачности ультрафиолетовые лучи активны. А вот для поездки на море или в горы рекомендовано иметь очки с очень темными или зеркальными линзами. Не стоит гнаться за трендами и приобретать очки с узкими стеклами, ведь смысл их только декоративный. Узкие стекла пропускают много лучей, а значит, глаза они точно не защитят. В наши дни вести здоровый образ жизни не скучно. Спортивная сфера предлагает сотни вариантов физической активности. Тренажерные залы, йога, фитнес в группах, танцы, растяжка. Выбор огромный. И все это за редким исключением не бесплатно. Стоимость похода на тренировку обходится недешево. А если вы занимаетесь регулярно, то затраты на спорт могут сильно ударить по карману. Впрочем, сэкономить все же можно. Например, воспользоваться налоговым вычетом. Как это работает, прямо сейчас расскажет Светлана Чуракина. Светлана, добрый день. Добрый день, На Андрей. какие тренировки, виды вообще спорта возвращается налоговый вычет? Ну, есть перечень, который устанавливается, утверждается Министерством спорта России, перечень физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме того, эти услуги должны оказывать физкультурно-оздоровительные организации либо предприниматели. И данные организации и предприниматели должны состоять непосредственно в этом перечне, который Минспорта утверждает ежегодно. Вот у нас в 2022 году организаций и предпринимателей таких в Республике Коми было 41, в 2023 году 38. Возможно, не все предприниматели и организации знают, что можно заявить в Минспорта о себе, как организации, оказывающие такие физкультурные услуги, и, соответственно, их клиентам будет возможность получать налоговый вычет. И получается, только при обращении в эти организации у граждан есть право получения вычета. Но сразу хочу сказать, что в число этих организаций вошли практически все спортивные школы, детские спортивные школы, крупные фитнес-центры, поэтому у наших налогоплательщиков есть возможность воспользоваться вычетом. Куда стоит обращаться для того, чтобы получить эту, так скажем, услугу, да? Да, для начала в той организации, где они получают услуги физкультурные, надо попросить договор, это обязательный документ, и обязательно кассовые чеки. И дальше два варианта. Либо, если, допустим, вы оплатили сразу большую сумму, ну, к примеру, абонемент в фитнес-центр годовой, сумма большая, можно сразу с этими документами и с заявлением на получение вычета обратиться в налоговую инспекцию в течение года, и налоговая уже выдаст уведомление о таком праве, и ваш работодатель вернет 13% с данных расходов. Либо дождаться окончания года и подать налоговую декларацию вместе со всеми вычетами, если такие еще имеются. Причем не надо ограничиваться апрелем. В течение всего периода, даже в течение 3 лет можно подавать декларации. Допустим, в 2023 году можно подавать вычеты на расходы 2022, 2021 и 2020 года. Денежные средства вернутся на карту, верно? Или да, в заявлении указывается номер счета, куда должны вернуться деньги.
Кому необходимо отчитаться о своих доходах, напоминаю, до 30 апреля, да? Ну, 30 апреля это выходной, то есть до 2 мая, получается. Да, в этом году первый рабочий день 2 мая. Есть перечень налогоплательщиков, которые обязаны отчитаться, для них установлен срок. Если обязанности нет, то можно в течение года. Так вот, обязаны отчитаться те граждане, которые, допустим, продали имущество, если оно находилось меньше минимального срока владения. Что такое минимальный срок владения? 3 года и 5 лет. 3 года, если имущество было получено по наследству, либо дарению от близких родственников в результате приватизации, либо это единственное жилье. То есть, если имущество находилось больше 3 лет, в этом случае отчитываться не надо. Если меньше, то необходимо отчитаться о его продаже. Если иное жилье, то здесь минимальный срок владения 5 лет. Соответственно, раз продали имущество меньше 5 лет, которое было у вас в собственности, у вас есть обязанность до 30 апреля отчитаться. Надо отметить, что в одной декларации указывается как доходы, так и расходы. То есть, если вы обязаны отчитаться, то в эту декларацию включайте расходы на фитнес, ну и на лечение, обучение и так далее. Вот на такие интересные темы мы сегодня пообщались. Светлана, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Как сэкономить на занятиях спортом, теперь вы знаете. Самое время выбрать физическую активность по душе. Наша команда советует присмотреться к растяжке. Стрейчинг помогает добиться гибкости тела, дает свободу движениям, уменьшает риск травмирования мышц как в процессе тренировки, так и в повседневной жизни. А еще с помощью растяжки можно снять боли в спине. Как, расскажет опытный тренер. Сегодня мы поговорим с вами про здоровье спины. Мы не все с вами успеваем заниматься своим здоровьем, своей спиной. Целый день сидим, после того, как сидим на работе, едем на машине домой, дома тоже сидим. Когда же заняться спиной? Я предлагаю делать это прямо с утра, лежа в кровати. Начнем мы с вами с очень простого движения. Как только вы проснулись с кровати, легли и начинаем выталкивать от себя пяточку. Ноги остаются прямыми, мы выталкиваем с вами пятку от себя. Этим движением у нас скручивается таз, включая, растягивая и заставляя работать мышцы поясницы. Выполняем на каждую ногу по 20 раз. Когда ваши домашние уже немножечко устали от того, что вы шуршите в кровати, раскидывайте руки в стороны, поднимайте коленки и начинаете делать упражнения по 5 раз в каждую сторону, коленки до пола, до кровати точнее. Ну и когда вы окончательно освободили диван, ложитесь на бок, поджимаете под себя коленки, руки перед собой. Раскрываясь верхом спины, делайте по 10 раз каждое упражнение, на каждую руку. После этого можно спускаться с кровати. Возьмите небольшой коврик, если у вас пол с ковром, значит будет все отлично. Становимся на коленки и на руки. 2 движения. Первое. Мы тянем локоть к колену, полностью округляя спину. Второе упражнение. Мы с вами поднимаем руку и ногу, полностью прогибая в спине. Выполняем на каждую диагональ по 10 повторений. Выполняя такие простые движения каждый день, вы дадите здоровье своей спине. Век мошеннических схем, делиться своими персональными данными не очень хочется. Но и не передавать их совсем тоже не получится. Для того, чтобы защитить вашу личную информацию, с 1 марта этого года произошли изменения в выписках из ЕГРН. Какие именно, расскажем в нашем репортаже. Закон о персональных данных, принятый в середине прошлого года, внес свои коррективы и в сферу недвижимости. С начала марта личные данные собственников получить абы кто не может. Информация будет доступна владельцам, их супругам, людям с доверенностью от собственника, нотариусам и сотрудникам госорганов. Остальные же, включая риэлторов и даже потенциальных покупателей недвижимости, такой документ по умолчанию не увидят. Как покупатель сможет проверить актуальные сведения из реестра недвижимости?
В первом случае он может обратиться к собственнику объекта недвижимости и попросить заказать выписку самостоятельно. Во втором случае при совершении нотариальных действий может обратиться к нотариусу, и тот запросит необходимую информацию. Третий способ – это покупатель может попросить продавца обратиться с заявлением о возможности предоставления персональных данных. Выписка из ЕГРН позволит убедиться в том, что жилье не находится под арестом или в залоге. А еще благодаря ей можно узнать характеристики объекта – площадь, кадастровую стоимость, точный адрес и сверить их с теми данными, которые указаны в объявлении о продаже. В случае, если собственник недвижимости решит не закрывать в выписках фамилии, имя, отчество, то ему необходимо подавать заявление о возможности предоставления персональных данных. Подача таких заявлений будет возможна в офисах МФЦ и в электронной форме через личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра или через портал государственных услуг. Каждый год от черных риэлторов страдает до 8 тысяч россиян. А эти нововведения защитят собственников недвижимости от мошенников, будут препятствовать перепродаже сведений из реестра и созданию сайтов двойников ведомства. И вот мы на экваторе нашего выпуска. Если вы вдруг что-то пропустили, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Там публикуется все, о чем мы поведали в эфире. Заглянуть на страничку Юргана вы сможете прямо сейчас. Студия 11 как раз уходит на небольшой перерыв. Не переключайтесь. В эфире «Студия 11». Привет всем, кто только подключился. Наготове вторая часть нашего выпуска. И вот о чем расскажем далее. За многолетние спортивные заслуги. Сыктывкарка Марина Бондарь получила золотой пояс дзюдоиста. Аллергия. На что у ребенка может вдруг возникнуть гиперчувствительность? Коми-города глазами нейросетей. Необычные образы из цифрового мира. Регулярно спортсмены из Коми становятся победителями региональных и всероссийских соревнований. И как же приятно, когда за многолетний труд и спортивные достижения наших земляков отмечают еще и почетными наградами. Так, совсем недавно золотой пояс получила сыктывкарка Марина Бондарь. Она мастер спорта по дзюдо. Развитием этого вида спорта в столице Коми она занимается уже 33 года. Торжественное вручение золотого пояса прошло в Екатеринбурге на первенстве России по дзюдо. Среди обладателей престижной награды именитые спортсмены и ведущие тренеры страны, общественные деятели, лучшие судьи и организаторы спорта России. Марина Бондарь стала 4-м представителем Северо-Западного федерального округа, получившей столь высокую награду. Марина сегодня в нашей студии. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Мы от всей души, от нашей команды вас поздравляем с этой наградой. Что скажете, когда получали эту награду, какие эмоции вы испытывали? Безусловно, волнение, но присутствовало, потому что получить из рук вице-президента Федерации дзюдо России золотой пояс – это знак отличия, это знак внимания, это оценка за многолетнюю работу. Потому что на самом деле очень много связано в дзюдо, и, конечно, когда много-много лет назад, 14-летним подростком, я пришла в спортивный зал вместе с подругами за компанию заниматься дзюдо, никто не думал, что это так свяжется. Дальше, наверное, в моей жизни переломный момент был, это 97-й год, когда я сидела в самолете Москва-Лондон, я летела сдавать свой экзамен на континентальную лицензию, но даже тогда я не предполагала, что настолько моя жизнь может развернуться и столько всего поменяется, потому что после того экзамена в 97 году в Бирмингеме, который я успешно сдала, мне кажется, жизнь, она просто полетела. Она полетела настолько стремительно, столько приятных и важных событий произошло в моей жизни. Это и замужество, и рождение сына, и судейство, множество престижных международных соревнований.
Безусловно, конечно, очень сложно, когда ты арбитр, ты судья, ты стоишь на татами, и перед тобой два спортсмена. Предположим, я вспоминаю эмоции чемпионата мира в Рио-де-Жанейро. Это не просто спортсмены. За каждым спортсменом стоит страна. Команда, да. Большая команда, которая подготовила спортсмена. И эти спортсмены разыгрывают путевку на Олимпийские игры. А ты, арбитр в центре, ты должен оценить этих спортсменов и должен рассудить. Безусловно, главный... Ответственность вообще. Это колоссальная. Конечно, главные действующие лица на татами – это спортсмены. Ну, как в любом виде спорта. Но есть еще и другая сторона у спорта – это судьи. Да. Судьи, и без кого не могут состояться соревнования. Но без судей и без спортсменов. А вот нет желания стать тренером? Потому что вы много раз вот выступали, много раз судили. Я думаю, что все нужно делать вовремя. Я работала тренером, но потом, когда началась активная судейская деятельность, просто стало очень сложно совмещать, и поэтому мне пришлось оставить и перейти на методическую работу. Но это не имеет абсолютно никакого значения, потому что я рядом постоянно с нашими спортсменами, с нашими тренерами. Сейчас в Коми влилась в работу молодая команда сильных, амбициозных, молодых тренеров. И конечно, им нужен мой опыт, поддержка. Вы активный судья, да? Вот как считаете, важна ли такая поддержка, вот награды, внимание молодым спортсменам нашего региона и вообще страны в целом? Я думаю, что это служит хорошим стимулом для того, чтобы не останавливаться, для того, чтобы работать, чтобы расти, познавать новое, двигаться вперед. Главное не стоять на месте. И, наверное, спорт, да, когда молодые, сильные, здоровые, это активный спорт, возможно, спорт высших достижений. А когда люди уже не могут настолько активно заниматься, тогда они начинают заниматься физической культурой и спортом. Но и для спортсменов, которые не полностью реализовались как спортсмены на спортивной арене, есть еще возможность дальше продолжать находиться в эпицентре самых грандиозных спортивных событий. Марина, мы еще раз вас поздравляем. Спасибо, что пришли к нам в гости вот с этим золотым поясом. Спасибо за приглашение. Я думаю, что наши встречи будут продолжаться, и мы будем делиться радостными событиями. Обязательно. Иммунная система человека сложна и непредсказуема. Неожиданно она может среагировать на, казалось бы, вполне привычные и безвредные вещи. Вдруг начинается кашель, насморк или жжение слизистой. Проще говоря, у человека возникает аллергия. В мире с ней по статистике сталкивается каждый третий человек. И чаще всего она появляется в детском возрасте. Что может спровоцировать аномальную реакцию иммунитета, расскажет педиатр. Аллергические реакции всегда были, есть и будут. В первую очередь роль играет наследственный фактор. Вторая очередь – это экология. Для детей раннего возраста очень характерна пищевая аллергия. Я здесь имею в виду детей до года. Когда в 2 месяца или в 2 недели жизни на фоне прикорма или на фоне докорма, вернее, смесью, у детей начинают проявляться аллергические реакции. Или мама, зная, что у нее есть аллергическая реакция на какой-то продукт, не соблюдает диету. Соответственно, у ребенка есть высокий риск развития аллергических реакций пищевых. И то же самое мы видим на коже ребенка сыпь. Поэтому убедительная просьба родителей, мамы или папы, чьи имеют аллергическую реакцию, и мама кормит грудью, соблюдать диету для здоровья своего ребенка. Очень часто можно заподозрить аллергические реакции. Я говорю сейчас про детей более старшего возраста. Как правило, дети 3, 5, 7, 10 лет родители приводят на прием с жалобами на то, что на майские праздники начинается чихание, слезотечение, кашель. Поэтому начинается аспект сначала лечения, а потом сдача анализов для подтверждения. Чтобы себя обезопасить, если ты не знаешь, что у тебя аллергическая реакция, ты не можешь себя ничем обезопасить. Уже те пациенты, которые знают, что у них есть аллергические реакции, в этот период мы запрещаем, с апреля месяца примерно, запрещаем употребление косточковых продуктов. Прям запрещаем.
что в отношении детей вот именно запрещаем. В отношении взрослых они сами себе выбирают спектр гипоаллергенных продуктов. Дальше в процессе лечения вмешиваются медикаментозные препараты, спреи в нос гормональные, негормональные, капли в глаза гормональные, негормональные, антигистаминные препараты. Но самым хорошим, действенным и актуальным способом лечения является СИД-терапия, аллерген-специфическая иммунотерапия. Ее мы начинаем с возраста детей, которые понимают и могут отвечать за свои жалобы. Что значит СИД-терапия? Это когда ты вводишь в организм маленькие дозы аллергена, постепенно увеличиваешь их дозировку и приучаешь свой организм жить с этим аллергеном, противостоять ему. Ты вырабатываешь к нему устойчивость. Это самый лучший вариант лечения для аллергии, в данном случае на березу. Также можно предложить СИД-терапию при аллергии на домашнюю пыль, клеща домашней пыли, какие-то другие цветения трав. Но, к сожалению, нельзя защитить себя СИД-терапией от аллергии на домашних животных и продукты питания. Заподозрить аллергическую реакцию можно также, если дети часто болеют, при отсутствии температурных реакций. Но все индивидуально. Бывает даже при аллергии, при обострении аллергических реакций бывают какие-то небольшие проявления температуры. И родители очень-очень удивляют, когда все-таки лет 10-12 ребенку, и в анализах ты находишь явно выраженные проявления на домашних любимцев, к сожалению, или на ту же самую березу, или пищевую аллергию на яйцо. А ты до 12 лет этого не знал, сыпи у тебя нет никакой, тебя не беспокоит ничего, но ты часто болеешь. Вот такие реакции бывают и даже на пищевые продукты в более взрослом возрасте. Хорошо найти причину своих частых заболеваний, это очень важно, это очень здорово в качестве диагностики, соответственно, ты знаешь, чем это потом лечить и что с этим делать. Воображение и высокие технологии в последнее время тесно идут рука об руку, а сблизили их нейросети. С помощью компьютерной программы дизайнеры создают удивительные сюжеты, которые до этого сложно было даже вообразить. Большую популярность в интернете получил проект, в котором города предстают в виде скульптур. Вашему вниманию цифровая магия, совершенная над полисами нашего региона. С юга на север статуи меняют объем. Если южный Сыктывкар изображен в виде головы, то северная Воркута уже в полный рост. На этом у нас все. Вдохновляйтесь и вдохновляйте других. Всем отличного продолжения дня. Меня зовут Андрей Кабишев. До встречи в эфире. Пока-пока.